Мы приветствуем всех, кто подключился к нам сегодня для рассмотрения важных вопросов подготовки к государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ по предмету история. Коллеги, мы с вами знаем, да, что очень важная задача стоит перед нами – это повышение качества образования. И мы продолжаем серию методических мероприятий, наших методических семинаров, вебинаров по подготовке к государственной итоговой аттестации по всем учебным предметам. Да. Сегодня мы с вами включаемся в подготовку к ОГЭ по истории. И я передаю слово для ведения нашего сегодняшнего мероприятия Наталье Николаевне Русеевой, заведующему кафедрой социально-гуманитарного образования Коми-Республиканского института развития образования. Спасибо, Марина Анатольевна. Добрый день, уважаемые коллеги. Действительно, мы все прекрасно с вами понимаем, что девятиклассники у нас по факту сдают 2 обязательных экзамена, но многие по своему желанию выражают интерес к предмету история, и фактически очень многие действительно сдают предмет история. Кроме того, мы все с вами прекрасно понимаем, что дети, которые планируют в дальнейшем связать свою жизнь и дальнейшую свою будущую судьбу и переходить в 10-11 классы, и, соответственно, для поступления уже в высшее учебное заведение, то, коллеги, мы понимаем, что многие из них на уровне 9 класса пытаются проверить свои силы и также проходят государственную аттестацию, то есть сдают основной государственный экзамен. Вы все прекрасно понимаете, что ОГЭ у нас представляет собой форму государственной итоговой аттестации, проводимой в целью определения уровня знаний. По факту содержание контрольно-измерительных материалов у нас определяется на основе федеральных государственных образовательных стандартов, ныне действующих, и с учетом примерной основной образовательной программы и, соответственно, историко-культурного стандарта, который является у нас частью концепции преподавания, который является частью концепции преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях. Все вы, наверное, слышали, что буквально в ноябре месяце состоялся первый международный форум учителей истории, на котором как раз-таки в том числе обсуждались и проблемы преподавания истории на уровне основной школы и преемственности преподавания истории в основной школе и средней школы. По факту хочется отметить, что модель контрольно-измерительных материалов основного государственного экзамена по истории у нас охватывает содержание предмета история с древнейших времен до 1914 года. Подходы к отбору проверяемых элементов и конструированию заданий определялись с учетом требований тех нормативно-правовых актов, которые мы уже с вами озвучили. Фактически мы говорим о том, что особенность нашего с вами предмета заключается в том, что он включает в себя изучение 2 курсов. Это история России, занимающая приоритетное место в учебном процессе, и всеобщую историю. И таким образом в контрольно-измерительных материалах представлены задания, ориентированные на проверку знаний по истории России с включением элементов всеобщей истории. То есть темы по истории международных отношений, внешней политики России, и отдельные вопросы истории, культуры, взаимосвязь культуры разных народов. А также задание на проверку именно знаний по всеобщей истории. Это у нас с вами 15, 16 и 17 задание. Но, как вы видите на слайде, говорится о том, что в данных те самые вопросы, это история зарубежных стран, они подразумевают в себя краткие, новый тип задания с кратким ответом. Коллеги, в данном случае на слайде представлены основные изменения, которые произошли в контрольно-измерительных материалах основного государственного экзамена в 2022 году. То есть, первое, то, о чем я уже сказала, у нас появились 3 новых задания с кратким ответом по истории зарубежных стран. Далее, соответственно, коль скоро добавилось 3 новых вопроса, у нас изменяется, а точнее увеличивается общее количество заданий и увеличивается максимальный первичный балл. На что же нужно обратить внимание при изучении кодификаторов и спецификации? Во-первых, мы говорим, необходимо обратить внимание на время. Далее, на дополнительное оборудование, первичный балл и содержательные разделы предмета и конкретные задания.
Если мы говорим про время, то время выполнения работы у нас с вами 3 часа, то есть 180 минут. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья детей-инвалидов и инвалидов это время, соответственно, увеличивается до 4,5 часов. Если мы с вами говорим про дополнительное оборудование, то прописано, что дополнительное оборудование для проведения экзамена по истории, основного государственного экзамена по истории, не предусмотрено. Если мы с вами останавливаемся на первичном балле, то вы видите, что максимальный первичный балл у нас с вами установлен в количестве 37 баллов, начиная с фактически 2021 года. В этом году он остается аналогично. Какие же у нас содержательные разделы? Содержательные разделы у нас с вами несколько. Первый содержательный раздел – это задания, нацеленные на проверку знаний по одному из 3 периодов, а таких содержательных разделов у нас фактически будет 5. Это с древнейших времен, как вы видите, до конца 15 века. Второй период – это фактически с 16 до 17, то есть 16-17 век включает. Третий – это 18 начало 20, как я уже сказала, до 1914 года. Таких заданий у нас в контрольно-измерительных материалах 15. И как вы понимаете, что фактически из 24 заданий 15 именно по одному приведенным периодам. Посмотрите, далее 3 задания у нас такие вот периоды, скажем так, если корректно будет сказать. То есть задания по истории России, которые могут охватывать материал либо 2, либо вообще всех периодов, всех 3 периодов. Таких заданий 3. Задания, посвященные только одному периоду, это у нас с вами 18 начало 20 века. Такое задание только одно. Но посмотрите, у нас с вами 2 задания на проверку знаний фактов истории культуры, которые могут охватывать также материал 2-3 периодов истории. И, как правило, вы помните, что они у нас такой сравнительного характера, как правило. И последнее, такой содержательный раздел, это задания по всеобщей истории, как я говорила, которые нацелены на проверку знаний по периоду с древнейших времен до начала 20 века. И это, как вы видите, подписано на слайде, новый блок в контрольно-измерительных материалах 2022 года по сравнению с контрольно-измерительными материалами 2020 года. Фактически мы говорим о том, что данный блок, как я уже говорила неоднократно сегодня, включает в себя 3 задания. В целом, если мы говорим про в целом структуру, то собственно, как представлено на слайде, работа у нас состоит из 2 частей, включает в себя 24 задания, которые различаются формой и уровнем сложности. Часть 1 содержит 17 заданий с кратким ответом, и в контрольно-измерительных материалах предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом. То есть, например, задание на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из предложенного перечня, либо задание на определение последовательности расположения данных элементов, либо задание на установление соответствия элементов данных в нескольких информационных рядах, либо же задание на определение по указанным признакам и запись в виде слова, словосочетания, может быть, какого-то термина, имени, века и так далее. Фактически, посмотрите, за первый блок максимальное количество баллов, это у нас с вами 21. Как правило, ответы на задание часть 1 даются соответствующей записью в виде цифры или последовательности цифр, ну, либо словосочетания, да. Соответственно, часть 2 содержит у нас 7 заданий с развернутым ответом. Проверка выполнения заданий части 2 проводится экспертами на основе определенных критериев. Все мы с вами прекрасно их знаем. И вы все прекрасно видите, что у нас часть 2, включающая, повторю в себя, 7 заданий, оценивается максимальным количеством баллов 16. Какой же тип заданий, если мы посмотрим более внимательно, задание номер 15, 16 и 17. Коллеги, повторюсь, что
Фактически мы говорим, что обучающийся, что же проверяется у обучающегося? Прежде чем перейти даже к заданию 15, мы говорим, что необходимо знать основные даты, этапы, ключевые события истории как России, так и мира, начиная с древнейших времен, заканчивая 1914 годом. Опять-таки же последовательность, длительность важнейших событий отечественной всеобщей истории, использование данных различных исторических и современных источников. Это могут быть тексты, схемы, иллюстрации, статистические материалы. Далее, обязательно работа с исторической картой. Мы все с вами знаем, что это основная у нас с вами проблема. Коллеги, у нас дети не знают карт. Далее, это у нас соотнесение общих исторических процессов и отдельных фактов. Когда мне буквально недавно кто-то из наших школьников общалась со школьниками, и мне дети говорят: Иван Грозный в XII веке славян собирал. Мне было это действительно очень интересно. Ну, радует, что они знают такую личность, как Иван Грозный, помнят, что были славяне, ну и знают, что история России касается XII века. Это уже, наверное, с одной стороны здорово, но тем не менее пугает, как легко и свободно у нас дети исторических деятелей, а это был 9 класс, фактически исторических деятелей переносят из одной исторической эпохи в другую, ну и не связывают их с какими-то конкретными событиями. А когда я у этих же ребят спросила, что такое Опричнина, я увидела абсолютную пустоту в глазах, то есть мы не знаем, мы не слышим и не понимаем. Далее. Кстати, также про Ивана Грозного вопрос, вы, наверное, все слышали, наболевшие ВПР в СПО были проведены в 2021 году впервые, и в метапредметных работах был вопрос как раз-таки связанный с Иваном Грозным. Коллеги, хочу вас порадовать, что наши первокурсники, только 12% первокурсников СПО у нас знают, кто это такой и какими делами этот человек, эта историческая личность прославилась. Но, тем не менее, возвращаясь к девятиклассники, по факту, коллеги, это вот наши выпускники, которые пишут такие, в идеале, ОГЭ. Далее, умение группировать исторические явления, события по некоему заданному признаку, ну и объяснение смысла изученных исторических понятий и терминов, мы все это с вами знаем. Выявление общности или различий сравниваемых исторических событий и явлений и определение причинно-следственных связей. Вот последние три, на мой взгляд, наиболее сложные для наших с вами обучающихся, соответственно. Но конкретно, если мы посмотрим на задание 15, которое у нас появилось в этом году, фактически, да, это знание основных дат, этапов, ключевых понятий истории России и мира. Вы видите, что это несколько, по факту, своего рода первое задание ЕГЭ. Но, тем не менее, нужно, собственно, ответить на вопрос, выбрав правильный вариант ответа. Далее, в 16-м задании у нас аналогично, тут уже знания тех же самых, да, фактически выдающихся деятелей всеобщей истории, в ходе какого из перечисленных событий процессов произошла осада Орлеана. Дети должны указать номер, под которым указан верный ответ. Ну и 17-е задание – это использование данных различных исторических и современных источников. Необходимо при ответе на вопросы решение различных учебных задач, сравнение свидетельств различных источников. Ну и вот каким образом оно у нас с вами выглядит. По факту обучающемуся необходимо ответить на вопрос, какому событию или процессу, а события и процессы, вы посмотрите, у нас из задания в задание это одни и те же события и процессы, какому событию или процессу имеет непосредственное отношение данный исторический источник, укажите порядковый номер этого события. Вы видите, что приведен некий фрагмент документа источника, который ребенок должен проанализировать и, соответственно, определенную циферку поставить.
В этой связи необходимо обращать особое внимание детей, что несмотря на то, что ответы-то у нас, варианты ответов одинаковые, ответы внутри заданий, это на 15, 16, 17, не одинаковые, потому что, ну, дети у нас разные есть, и некоторые идут по пути наименьшего сопротивления. В первом ответы одинаковые, варианты, поэтому, скорее всего, предполагая они, что и ответы будут одинаковые. Соответственно, что же у нас получается? По факту из 24 заданий у нас 14 заданий базового уровня, 7 заданий повышенного уровня и 3 задания у нас с высоким уровнем сложности. Ну и, соответственно, первичные баллы у нас распределяются аналогично. По факту, если ребенок у нас с вами выполнит только базовый уровень, как уже неоднократно, да, не первый год у нас с вами такое получается, он не наберет, не сможет набрать пороговый первичный балл. Ну и в заключение, собственно, сравнение контрольно-измерительных материалов 2022 и 2020 года, где мы смотрим, какие задания у нас видоизменились, какие задания у нас с вами добавились, и вы видите, ну, задания, которые поменяли нумерацию. Фактически мы говорим о том, что и сами разработчики контрольно-измерительных материалов утверждают, и Федеральный институт педагогических измерений открыто говорят о том, что задание основного государственного экзамена в 9 классе стало сложнее, постепенно становится все сложнее и сложнее. Для чего это делается? Во-первых, для того, чтобы мотивировать детей к изучению предмета. Ну, спорный постулат, но тем не менее. И второе, для чего это делается? Для того, чтобы наши с вами дети знали историю своей страны и в сравнении с историей, то есть тех процессов, которые происходили в нашей стране, и тех процессов, которые происходили за рубежом, соответственно, в всеобщей истории. И для того, чтобы наши дети могли мыслить и фактически выстраивать мыслительную деятельность, опираясь на знание определенных фактов и событий. Коллеги, вот так вот очень кратенько, потому что фактически все мы прекрасно знаем с вами, что время — это наш с вами основной ресурс, который сейчас очень и очень ограничен. Мы не стали приводить здесь примеры технологий подготовки обучающихся к основному государственному экзамену. Все вы прекрасно знаете, как это делается. Ну и повторю, что историю в качестве итоговой аттестации на уровне 9 класса, на уровне основной школы выбирает незначительное количество обучающихся, но на семинарах 8 и 10 февраля, которые у нас также анонсированы, вы получили уведомление, мы с вами как раз-таки познакомимся с лучшими практиками подготовки обучающихся к итоговой аттестации на примере уже средней школы, то есть на примере подготовки к единому государственному экзамену, и те методы и технологии, которые раскроют нам наши с вами коллеги, их можно будет также применять и для обучающихся 9 классов. На этом я прощаюсь, благодарю вас за внимание, берегите себя и близких.